На мой ответ муллам Осетии, что наш традиционный Ахдау нельзя смешивать с исламом, многие отвечают, что наш Ахдау это не религия типа традиции и обычаи, у которых нет основы. И в этом ролике я это опровергну. Отчасти они правы, потому что мы свой Ахдау не называем религией. Она у нас на нашем языке так и называется Ахдау, или ее называют Ас-Адин, который, кстати, официально зарегистрирован. Но давайте разберемся, религия это или нет. Во-первых, что такое религия? Религия – это система верований, культурных практик, моральных устоев, обращенных к сверхъестественным потусторонним силам или к Творцу. То есть в рамках ислама мусульмане придерживаются 5 столпов ислама, один из которых это намаз. Свои имена, свои переводы, переводчики. В рамках нашего Ахдау ровно все то же самое, только по-своему. Эти культурные практики у нас не через намаз идут, поклонение на коленях, а как мы это делаем стоя, исходя из воззрений, знаний наших предков, Алан, Арьев, производная от Арианна, дети Солнца, то есть Творца, поэтому мы нашего Творца называем Хуцал на нашем языке, который относится в рамках нашего Ахдау к пантеону богов. То есть тут наши переводы, наше мировоззрение, воззрение, на чем строится наше общество, язык, культура и ее носители, которые переводы неприемлемы в рамках ислама. Почему? Потому что в рамках ислама ты должен ровно делать так, как написано там, если вы не противоречите себе. И этому следуйте. То есть туда нельзя подмешивать наши культурные языковые переводы. И вы должны этого знать, изучать. То есть хуцау в переводе ома хор цауи, то есть хор солнца, связанный с символом солнцем или солярным символом Ария. То есть тут мы видим свой рассказ о бытие, о нашей природе духовной и материальной посредством символизма, живых символов природы, это прежде всего солнце и природа. А в быту это есть солярный символ, 3 или 4-лучевой в разных ее вариациях, который является основой скифского искусства, сарматского, аланского, кобанского, символ в общем и целом нашей культуры ариев. И у нас нету вопросов, кто мы по вероисповеданию, хотя у нас опять-таки нету такого слова как дин, мы это просто говорим, наша религия, дабы обозначить ее, что у нас есть свои истины, просто отличающиеся от других религий. Наша культура или Ахдау – это есть наука, знание о мироздании. И согласно этим знаниям строилась идеология ариев. Кто такие арии? Поэтому муллы Осетии нельзя лезть в арабский мир, где шариат, и их ислам переводить на наши культурные языковые смыслы, понятия, переводы. Ровно точно так же вы не можете переводить наш Ахдау, лезть, подменивать и переводить наши культурные языковые переводы, понятия и смыслы в рамках нашего Ахдау. И не надо смешивать религии, это неправильно. В итоге Ахдау это религия,
Отчасти да, можно сказать, суть та же, что и в других религиях, то есть обращенный к Творцу, но с отличием, со своими знаниями, переводами о истинах бытия посредством своего языка. Сакральный язык, через который отображены символы мироздания, то есть несущие знания о едином, тем, что мы называем Творцом. А мы, в свою очередь, осетины, должны ценить свои корни, культуру, признавать ее, потому что это наша культура, это мы и есть. Эта культура, ее переводы, идеология отражена во всем, и в самоназвании народа в том числе, кто мы такие. Аланы, арии, асы. И в этом контексте, в рамках ислама, те, кто отступает от ислама, это неверующие. Точно так, те, кто от Ахдау отступают, то это есть Анахдау, то есть не те, кто приверживаются Ахдау. Поэтому не надо Ахдау путать, смешивать с другими религиями. Это полноценная, полноправная, скажем, в общем и целом, религия. Хотя, опять-таки скажу, это у нас не религия называется, мы так просто говорим для обозначения, что у нас свои такие же культы, культура, практики, связывающие нас с потусторонним духовным царством, миром и знания о нем посредством нашей культуры. А так всем мира, всем желаю правильных дорог.